Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей. Оставил жену свою брату своему, подобно и второй, и третий, даже до 7. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама
и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.